связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции Министерство образования Чувашии рекомендует провести осенние каникулы в единой для Чувашской республики сроки с 25 октября по 7 ноября. В осенние каникулы в школах предусмотрена работа пришкольных лагерей, кружков и секций в дистанционном формате. Также состоятся дополнительные занятия в онлайн-формате по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников. Так что с прошлого года все уже привыкли к дистанционным занятиям и стараются сделать их максимально интересными. Все занятия будут проходить в онлайн-формате. С 25 октября по 7 ноября пройдет городская онлайн-акция «Патриотический интенсив», посвященная 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей и Дню народного единства. К организации досуга учащихся присоединятся и учреждения дополнительного образования. У родителей появится возможность записать ребенка в интересующийся кружок через онлайн-портал «Навигатор дополнительного образования», пройти регистрацию и выбрать занятия, подходящие школьнику по возрасту и интересам. Дворец детского и юношеского творчества города Чебоксары – это старейшее учреждение доп. Образования в России и Чувашии. В этом году ему исполнилось 85 лет. И у каждого коллектива здесь своя история. Студия спортивного танца «Колибри» создана в 1996 году. Здесь занимаются девочки от 5 до 17 лет. Коллектив является неоднократным победителем международных, всероссийских, республиканских, межрегиональных конкурсов, фестивалей и чемпионатов по танцевальному искусству. Руководит студией мастер спорта по художественной гимнастике Оксана Владимировна Ширлова. Мне очень приятно, что наш коллектив первый был в Чувашской республике по направлению акробатический танец, акробатическое шоу. Мы были первые, кто стал развивать направление чир-джаз. Это новый вид спорта, чир-спорт. И мы очень рады, что у нас большие и хорошие результаты. Мы являемся чемпионами Чувашской республики, чемпионы-победители Приволжского федерального округа. Мы объехали пол Европы, мы были на международных конкурсах и в Испании, и в Италии, и во Франции. Помимо занятий и то, что прививаем любовь к спорту, мы еще и развиваемся, мы культурно развиваемся. Театр-студия «Зеркало» тоже уникальный коллектив. Да, а мы сегодня с мужем все время шли по лужам. Привет, мой Петя Петушку. Благодарю, кукареку. А вас, кумана Сетка, я вижу очень редко. Главное – воспитать в ребятах творческое начало, патриотизм и любовь к прошлому своего народа, говорит руководитель коллектива Людмила Скоробогатова. Я думаю, коллектив уникален уже тем, что он существует 32 года. Это огромный срок для детского творческого коллектива. И за это время из этих стен вышло очень много наших воспитанников. Сегодня они работают, многие профессиональными режиссерами, актерами, теле- и радиожурналистами. У нас есть ребята, которые закончили такие ведущие театральные вузы нашей страны, как школу-студию МХАТ. В Петербурге Академию театрального искусства. И мы очень гордимся этими воспитанниками, потому что конкурс, просто архи огромный в эти заведения. Но мы совершенно не ставим такой себе цели, чтобы все дети наши поступали в театральное училище и стали актерами, стали в творческой профессии. Но те годы, которые они провели здесь, я уверена, они напрасно не пройдут. Ансамбль народных инструментов и ребят является одним из самых ярких самобытных коллективов Чувашии, который в этом году отметил 40-летний юбилей. За годы творческой деятельности ансамбль покорил главные сцены страны и заставил рукоплескать зарубежных зрителей в странах Европы и Азии. За 40 лет достижений, конечно, очень много. Наш коллектив является лауреатом премии Союза молодежи имени Михаила Сеспеля. Как я уже сказал, образцовый коллектив, начиная с 90-го года. Лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель гран-при нескольких конкурсов всероссийских, также и международных.
Также ребята могут заниматься в детском технопарке «Кванториум». Ежегодно в детском технопарке посещают занятия около 1500 человек по 7 основным квантумам. Реализуемые программы дополнительного образования направлены на интеллектуальное и творческое развитие, раннюю профильную направленность при дальнейшем выборе профессии. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.